Что сделали эти дети? Ничего. И их отправили в тюрьму. Почему вообще там должна быть эта стена? «Освободите наших детей». Под таким лозунгом в выходные по всей Америке прошли акции протеста. Сотни людей вышли на улицы и в городе Эль-Пасо в Техасе, на границе с Мексикой. Там за последние 1,5 месяца американские власти насильно разлучили около 2000 семей нелегальных мигрантов. Это не тот Техас и не та Америка, где я выросла. Я очень обеспокоена не только будущим этих маленьких детей, подростков и их родителей, и той травмой, которую они переживают, но и нашим будущим как нации, нашим моральным состоянием. Мы превращаемся в страну с людьми второго сорта, куда приезжают в поисках лучшей жизни, а находят темную сторону, дно расизма и сегрегации. Сейчас в Центре для задержанных мигрантов в техасском городе Макалин решение ожидают еще 600 семей. Под угрозой разлучения с родителями почти 1200 детей. Все это результат так называемой политики нулевой толерантности, принятой администрацией Дональда Трампа. Она предполагает уголовное преследование всех нелегально пересекших границу, без каких-либо послаблений. Предыдущие правила ограничивали срок задержания взрослых с детьми 20 днями, после чего их отпускали под обязательство возвращения в суд. Ожидать его многим приходится по несколько лет. Теперь делать это они обязаны в заключении, а их дети в миграционных центрах. Политика нулевой толерантности нацелена на предотвращение нарушения закона. Взрослые, если они въехали с ребенком, проходят судебный процесс. На это время у них временно забирают детей. Нет никакого отличия между этим и тем, как детей отлучают от граждан США, которые нарушили закон и проходят судебный процесс. Американская ассоциация педиатров назвала происходящее санкционированным государством жестоким обращением с детьми, которое может нанести необратимый вред с долгосрочными последствиями. С осуждением выступил и Верховный комиссар ООН по правам человека. Мысль о том, что государство пытается сдержать родителей при помощи такого ужасного обращения с детьми, бессовестна. Я призываю США немедленно прекратить практику насильного разделения детей и родителей и подписать Конвенцию ООН о правах ребенка для того, чтобы сделать соблюдение фундаментальных прав детей, вне зависимости от их административного статуса, центром всех национальных законов и политических линий. Политика нулевой гуманности и нацистские методы. Так решение Трампа окрестили критики внутри страны. С осуждением новой практики выступили и демократы, и республиканцы. По данным СМИ, вопрос разлучения семей вызвал раскол и в администрации президента. Сам Трамп винит во всем демократов, хотя большинство в Конгрессе у республиканцев. О детях могут позаботиться быстро, красиво и немедленно. Демократы навязали стране этот закон. Мне он очень не нравится. Не нравится видеть разлучение родителей и детей. Мы разговариваем с демократами, и они могут изменить ситуацию на границе. Нам нужна стена, нам нужна безопасность, и нам нужно избавиться от практики поимки и освобождения. Вы ловите преступника, записываете его имя и отпускаете, и он никогда не возвращается. Он идет в общество, и потом мы ловим его уже по другому поводу, когда он зачастую уже кого-то убил. Нам надо изменить наши законы. И даже первая леди Мелания Трамп взяла слово. В редком публичном заявлении она призвала прекратить разлучать семьи. Она обратилась к, цитата, обеим сторонам с призывом реформировать иммиграционное законодательство. Екатерина Бучнева, «Настоящее время».